Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Максим Владимиров и Ольга Степанова. А в нашей студии сегодня гость, адвокат Егор Григорьев. Здравствуйте. Егор, здравствуйте. Здравствуйте. Рада, что вы пришли сегодня в нашу студию, и спасибо, что вы нашли время. Тема нашего сегодняшнего эфира, первый блок, мы посвятили вот такому вопросу. Конфликты между соседями и как их решить. Такая тема актуальная, я думаю, для многих людей. Говорят, что худой мир лучше доброй ссоры. Вот когда речь о соседях, это, по вашему мнению, действительно лучше? Да, это есть такое. Но иногда бывает так, что с соседями очень сложно договориться даже о худом мире. И людям нужна помощь извне. Бывают такие ситуации, когда сложно человека как-то, может быть, вызвать на какой-то диалог, либо тебя не слышит, либо настроены агрессивно и уже как-то в каком-то противостоянии находятся. И у нас есть как раз вопрос от нашего слушателя и зрителя относительно вот такой ситуации. Я думаю, что мы можем сразу его сейчас с вами послушать, и наши слушатели и зрители тоже его услышат. Хорошо. Здравствуйте. У меня такой вопрос. В доме, где я проживаю, живет, скажем так, неблагополучная семья. Они употребляют спиртные напитки. Происходят периодически у них драки, скандалы. Постоянно шум у них. Зная, что у них, живут такой образ жизни, такой скрытый, скажем так, с соседями не общаются, но вот эти скандалы я знаю только то, что у них 2 детей, 1 ребенок инвалид. Считаю, что они представляют угрозу не только для своих детей, но и для жильцов нашего дома в целом, так как мы беспокоимся о пожарной безопасности дома. И вот мы периодически обращались, несколько раз было в полицию о том, что сигнализировали о том, что, значит, нарушает покой, да, и также в органы опеки звонки поступали и даже предоставляли аудиозаписи. Но реакции никакой ни с полиции, ни с органа опеки. Скажите, пожалуйста, куда нам в данном случае еще обратиться? И можно ли Роспотребнадзор выйти с этим вопросом? И решает ли этот вопрос жилищная инспекция вот нашего района? Подскажите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо нашему слушателю и зрителю за такой подробный рассказ. Я общалась с человеком за кадром. Почему боятся пожара? Потому что дом деревянный, 12 квартир, соседи не идут на контакт, портят еще, кроме прочего, да, я дополню ситуацию, портят имущество в подъезде, мешают спать ночами соседям и снизу, и на своем этаже. И бывает так, что слышат, что к детям там плохо относятся, дети все время плачут, кричат. И бывает даже такое, что выходят на общую площадку в подъезде, и там устраивают драки и поножовщину. То есть ситуация, в общем-то, серьезная, и можно даже сказать, что люди совершают преступления, назвать вещи своими именами, потому что в доме живут и другие маленькие дети, да, и не только, и у них тоже есть дети. И вот как с этим быть, куда обратиться и как урегулировать ситуацию? И можно ли это сделать? Да, это можно. Сначала нужно уточниться, что такое вот нарушение тишины, да, это со скольки начинается, получается. Каждый субъект, например, у нас в республике Саха-Якутия, устанавливается свое время. Это получается будние дни, это с 9 часов вечера до 8 часов утра, это получается. Ночное время считается в республике. И также выходные дни, это с 10 часов вечера до 10 часов утра, это тоже как ночное время считается. Это очень такое раннее, да, время, то есть это 22 часа выходные, да? Да, это у нас и в 21 получается. Час должно быть уже тихо. Да, это у нас, республика устанавливается, потому что это прерогатива именно самих субъектов. И у нас субъекты такое время установили. При
нарушение тишины, что именно нужно делать, да. Если, да, соседи шумят, там, скандалят, получается, громко включают музыку, то нужно в первую очередь обратиться в правоохранительные органы, поскольку в каждом районе это закреплен определенный участковый. Они должны по вызову, ну, приехать и составить протокол на нарушение тишины. Вот сразу можно вставлю ремарочку. Вот звонят, приезжает участковый, приезжает в дневное время, и люди уже вроде бы как и белые, и пушистые, и уже они не буянят, они уже выспались, разбудив и не дав спать всем соседям в течение дня, и у них уже все хорошо, они трезвые, и ничего невозможно зафиксировать, кроме там тех аудио там, или видео, которые сняли соседи. Угу. Так получается, у каждого участкового это как, ну, все равно свое субъективное суждение есть, ну, и надо же доказывать, что действительно вот соседи нарушают, ну, тишину, да. Во-первых, это нужно зафиксировать, и не только, ну, все равно, если многоквартирные же дома, если многоквартирные, получается, там несколько соседей. Если только один сосед жалуется, а другой сосед говорит это, ну, из-за лично неприязненных отношений, тогда можно подключить и других соседей, которые тоже говорили, да, действительно, они шумят, они нарушают, ну, тишину. А если есть время. единое мнение между соседями, что действительно все поддерживают, что вот одна какая-то квартира мешает и нарушает, и какие-то угрозы, если, допустим, поступают другим соседям, если говоришь о том, что будешь как-то вызывать полицию и так далее, угрожают, обещают испортить имущество, это же тоже, ну, за угрозу же тоже есть и статья, и срок. Давайте и по штраф. порядку, да? Что, Давайте. Как. Вот, например, нарушили тишину, позвонили в отдел полиции, полиция не реагирует, но все равно при вызове там остается информация, например, в книге учета совершенных преступлений. Если они не реагируют, получается, второй раз тоже нужно обратиться. Если они на это никак не реагируют, тогда лучше идти в прокуратуру. Потому что со стороны полиции уже идет бездействие. Они не то чтобы не реагируют, они могут приезжать, но уже все хорошо, например, у тех людей, из-за которых их вызвали. А прокуратура чем она может помочь в такой ситуации? Ну, прокуратура как раз, получается, именно соблюдает за законностью, да, что полиция работала, как сказать, ну, согласно федеральному закону о полиции, да, что они, как сказать, именно что А вот смотрите, предотвращали вот данные правонарушения, если они не исполняют свои обязанности, да, что тогда при таких случаях лучше обращаться в прокуратуру, потому что если прокуратура обратится, они в течение месяца должны рассмотреть эту данную жалобу и прийти к какому-то выводу, что со стороны полиции действительно имеется ли бездействие или нет. Вот еще наш слушательница спросила про Роспотребнадзор. Имеет ли смысл туда обращаться? Да, в принципе, да, возможно обратиться. Все-таки же при нарушении тишины нужно же установить именно, как сказать, вот децибел. Обычно по децибелам считается. Если в ночное время шумят свыше 45 децибел, это уже как нарушение тишины. А как это идет. Измерить? У них имеется специальное оборудование. Так они же вот сразу не приедут вот ночью? Они сразу не приедут, из-за этого надо как-то заранее договариваться про это, если систематически все идет. Так можно договориться, а они затаятся, например, соседи ничего не сделают. Такое бывает, когда рядом вот клубы стоят, бары стоят, если там нарушения идут, то с ними заранее вот Роспотребнадзор. Ну, это-то да, это можно зафиксировать, да, потому что у них есть конкретно рабочее время. А вот, Егор, еще такой вопрос. Стоит ли обращаться в опеку? Могут ли вот таких вот нерадивых родителей, да, которые подвергают систематически насилию эмоциональному, физическому своих детей, ну и, соответственно, и детей соседских, потому что тоже дети не могут спать от шума, да,
Есть ли смысл обращаться в опеку? И вот еще вопрос тоже такой близкий к этой теме. Почему у одних родителей, у которых, например, нормальная семья, но бывает всякое там, да, где-то, может быть, соседи услышали, что ребенок заплакал, то есть это не система. Вызвали опеку, и у таких родителей забрали ребенка на какой-то срок. А бывает, что семья систематически пьет, постоянно слышен детский плач, детский крик, и маты, и крики взрослых людей, и у таких родителей не забирают детей. Как так вот получается? При таких обстоятельствах нужно вызвать ПДН или орган опеки попечительства. Скорее всего, орган опеки и попечительства они не подойдут, и подойдут только вот сотрудники полиции, ПДН. Вот, вы спрашиваете, почему, если постоянно вот там дети плачут, детей ругают, и там полиция приходит и ничего не делает, да, или бывает, когда вот, ну, разовый случай. Да, разовый случай получается, родители не пьют, все работают, ведут образцовый образ жизни, да. Но нужно здесь подметить тот факт, что если здесь имеется ли угроза жизни и здоровью ребенка. Например, вот родители постоянно пьют, ну, они с ребенком ничего не делают, ну, максимум там голос повысит, получается, ребенок начнет плакать. Ну, здесь же угрозы жизни и здоровью ребенка же нету, а бывает такое, когда вот ребенка один раз ударил, да, и орган опеки, там, ПДН, КДН, это воспринимает как уже угроза жизни и здоровью ребенка. Из-за этого они временно забирают именно вот специализированный дом для детей. Там неподготовленные люди, они не отказываются, а там уже в той семье, где пьют все время, они уже знают, что нужно не открыть дверь, да, что нужно отказаться от всего, говорить, что у нас все хорошо, и там не забрать невозможно. Так да, получается. Это все субъективно, потому что, да, действительно, вот, ну, законопослушные граждане, получают, образцовые родители, если вот придут ну, сотрудники полиции, да, конечно, они сразу откроют, получается, дадут сразу объяснение, вот ребенок что-то сделал, я нечаянно ударил ее, получается, и вот так фиксируют. Признаются. Да, признаются сразу, и на основании этого начинают уже работать, получается, сотрудники. Ну, правоохранительные органы и вот опека. А когда вот родители, да, постоянно шумят, например, они же, как сказать, они уже знают, что как происходит, получается, когда приходят, они дверь, ну, просто не открывают, или бывает, когда они заходят, уже нет, ничего не было, и ребенок тоже не подтверждает, да, ничего не было, все. Понятно. Чтобы резюмировать вот ответ на вопрос нашей слушательницы, тогда, значит, стоит написать в прокуратуру, стоит написать в органы опеки, участковому, вызывать полицию при каждом нарушении, да? Да. И в Роспотребнадзор тоже стоит написать. Ну, Роспотребнадзор лучше в первую очередь написать полицию, если потом нужно позвонить, уточниться, зафиксировали ли ее обращение, получается. Если не зафиксировано, почему не зафиксировано? Если повторная, как сказать, фиксация идет и сотрудники полиции не реагируют на это, лучше пойти в прокуратуру и написать заявление на бездействие сотрудника полиции. И там должно быть указано, сколько раз обращались в полицию, сколько раз звонили, и ситуация не изменилась. Да. И хорошим итогом в этой ситуации будет что? Если когда уже через прокуратуру идут люди, тогда какой вот вариант решения этой ситуации? Какие варианты решения могут быть, да? Насчет нарушения тишины, их могут привлечь только к административной ответственности. Там еще вопрос был насчет имущества, да, порча имущества получается. Там, если имущество испортили до 5000 рублей, это у нас идет уже как административное правонарушение 7.17. Если свыше 5000 рублей, тогда это уже уголовное деяние получается. Ну, предусмотрено статьей 167. В принципе, они могут привлечь к уголовной ответственности. Вот смотрите, еще есть информация, что дом деревянный, да, и люди, они подвергают, получается, и себя, и других жильцов, что может случиться пожар, потому что употребляют алкоголь, курят, причем в своей квартире и на общей площадке. С этим можно что-то делать, или это пороховая бочка, или все-таки можно выселить таких людей общими усилиями?
нужно уточниться, у них этот дом находится на праве собственности или по соцнайму. Если по соцнайму, то можно их выселить в одностороннем порядке за систематическое нарушение, да, именно нарушение прав соседей. Ну, такая статья предусмотрена жилищным кодексом. Себя можно выселить. Вообще, есть же такой закон, рабочий он до сих пор нет, что нельзя курить, вот, например, на лестничных площадках, где-то в общественных местах, или сейчас уже более лояльно, потому что, в принципе, часто видишь, что курят и на остановках, раньше как-то пытались возмущаться, и в подъездах курят, и кому-то из соседей это не нравится, конечно же. Так, да, действительно, в настоящее время работает, но все равно надо жаловаться. Если никто не жалуется, то и никто ничего и делать не будет. Понятно. И вот еще такие у меня вопросы тоже, как решить ситуацию. Допустим, если ребенок приходит, да, в общий подъезд, или там дети, группа детей, они несовершеннолетние, и что-то там портят. Как могут реагировать соседи? Можно ли делать замечание ребенку? Можно ли снять его на камеру? Можно ли вообще с ним начать разговор? Потому что родители же могут потом, ну, как-то им это может не понравиться, они могут обвинить взрослого человека, что он как-то не так сказал его ребенку, да, где-то, может быть, там тон не понравится, или ребенок пожалуется. Как так, чтобы и себя не подвергнуть опасности, но в то же время, чтобы и такие ситуации прекратить, но и не навредить ребенку, конечно. Ну, если сосед видит, да, что там портит имущество общедомовое, то лучше снять на камеру. Самому лучше не подходить. То есть можно включить камеру, если ты видишь, что или ребенок находится в какое-то время в подъезде, я могу включить камеру и начинать его снимать. Он, да, конечно, может убежать. И идеально, конечно, поговорить взрослому со взрослым, но бывает, что родители не идут на контакт. Бывает, что там, допустим, или ведут нетрезвый образ жизни, или как-то агрессивно настраивают, сами настроены. А если угрожают соседи, одни соседи другим? Если угрожают, получается, жизнью, здоровью, тогда это как уже уголовное деяние. На словах угрожают. На допустим, словах, да. На словах, если, например, говорят, я убью, например, нанесу тяжкий вред здоровью. Имущество испорчу лично. Имущество это уже как уголовное деяние идет. А если оскорбляют, при оскорблении это только административное будет. И то уже, как сказать, через прокуратуру там нужно. А достаточно будет написать заявление, тут, допустим, ну не всегда же у тебя камера под рукой, да, и ты, например, включишь, и человек же не будет по отмашке, да, продолжать говорить, он может замолчать. Достаточно ли будет просто зафиксировать это на бумаге, вот тогда-то, тогда-то такой-то угрожал, и отнести это заявление в суд, да? Нет, это сложно будет, потому что это же потом надо же доказывать. Но он может отказаться. Да, конечно, если человек говорит, он мне угрожал, да, и когда вот полицию вызовут, участковый, например, следственная группа подойдет, у него спросит, там угрожал, он сказать, нет, я не угрожал. Все равно это надо, во-первых, фиксировать. Если есть соседи, у которых есть, допустим, какое-то заболевание психическое, и это очевидно другим соседям, что в таком случае делать? Ну, тяжело же будет разговаривать, тяжело как-то договариваться, как быть? Таких ситуаций, но это рассматривается в порядке Кодекса административного судопроизводства, принудительное именно на лечение отправить. Если человек преступление не совершал, да, если человек преступление совершает, это уже уголовно порядке. Это уголовно порядке решается. А если человек преступление не совершил, кто имеет право именно обратиться в суд, да, чтобы этого человека закрыли? Это получается медицинские организации, где он содержится, или куда его перевели, или прокуратура работников, и все. Там еще медицинское заключение нужно. Именно комиссионно, о том, что человек нуждается в принудительном лечении. Ну, то есть это надо просто знать, что он состоит на учете, но бывает же, что не состоит, тогда ничего не сделать, да? Все равно
надо это подметить, человек, да, неадекватный, сразу видно, получается. Вызывает, например, полицию, сотрудники полиции приехали там, но все равно надо фиксировать, что он себя неадекватно ведет. Ну, себя ведет, получается, и нужно как-то на освидетельствование отправить там. Они иногда психиатра, психолога проходят, и когда они проходят, все равно же выявляется, если у человека есть отклонение, да. Если отклонение, то в комиссионном порядке уже рассматривает вопрос о принудительном. Егор, спасибо вам большое. У нас время заканчивается. Я благодарю вас за информацию, которой вы поделились. Надеюсь, что она была полезна. Оставайтесь, через короткие 4 минуты вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире и продолжаем. С 18 по 21 марта пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года» среди преподавателей и мастеров производственного обучения, профессионального образования. Нет, профобразовательных организаций. Да, и сегодня этот конкурс проводится в 5-й раз в этом году, и сегодня в нашей студии люди, с которыми мы можем подробно поговорить об этом, и я рада представить своих гостей. В нашей студии Наталья Ефимова, заведующая кафедрой Института развития профессионального образования и организатор конкурса. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Также в нашей студии сегодня Алена Анохова, верно? Здравствуйте. Здравствуйте, преподаватель Якутского коммунально-строительного техникума и победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года» 2024 прошлого года. Алена, здравствуйте, поздравляю вас с прошедшей победой, Спасибо. но все равно бывших победителей не бывает, как говорится. И в нашей студии Афанасий Винокуров, преподаватель Якутского индустриально-педагогического колледжа и участник регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года» 2025. Афанасий, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как раз завтра старт конкурса, в котором вы принимаете участие. Ну, наверное, первый вопрос. Какие цели, основные задачи этого конкурса, Наталья, к вам? И есть ли какие-то новшества в этом году, поскольку конкурс проходит в 5-й раз, как я уже сказала в начале? Ну, в первую очередь, конечно же, это каждому преподавателю, участнику дает этот конкурс престиж, да, развитие профессионального мастерства, педагогического мастерства. И как мы, организаторы, заметили, в последние годы у нас активное участие принимают именно молодые педагоги. Как вы уже сказали, у нас завтра стартует юбилейный региональный этап конкурса «Мастер года». В этом году у нас было 23 участника на отборочном этапе, и прошли финал только 8. По правилам, скажем, игры, да, конкурса у нас сперва проводится отборочный этап до конца марта, потом все регионы страны проводят региональный этап у себя. И победитель региона уже едет в сентябре, в конце сентября, в Курск уже на финальный этап. Ну, конкурс в основном состоит из 5 конкурсных заданий, да, это «Я мастер», где участник показывает в качестве видеоролика свои достижения, успехи, не только свои, да, педагогические, но и своих студентов. Также уже если он пройдет на региональный этап, то уже проводит очно открытые уроки. И мы в этом году включили новый такой конкурс, да, который проходил на финальном этапе. Это «Влюбить профессию». Это, так скажем, профориентационная работа. Педагог выходит перед аудиторией, да, незнакомой. Главная фишка в этом. Там будут школьники, студенты, педагоги и взрослое население. И он будет в течение 30 минут рассказывать о своей профессии. Потом, если победитель финального этапа уже показывает тоже мастер-класс. И что было еще? Конкурс кейсов. Кейсов, да, образовательных кейсов. Вот 5 основных конкурсных заданий. Вы сказали, что 23 было сначала участника, да? А осталось всего 8. Всего 8. А как проходит отбор? Как вы же много, получается, отсеяли людей?
По всей России, вот я сегодня как раз посмотрела рейтинг, да, мы каждую неделю отправляем мониторинг, да, все регионы нашему федеральному оператору, и 9, там последняя цифра была 9500 заявок, а в нашем регионе 23. В этом году, честно скажу, было мало заявок. В прошлом году у нас 33 было. А почему идет на спад? Потому что в этом году требования, так скажем, были очень высокие. Обязательно участие в рамках федерального проекта «Профессионалитет», победители чемпионатного движения должны быть, студенты, да? Также очень активная деятельность самого участника. По всем этим критериям у нас, к сожалению, прошли вот только 8 участников отборочного этапа. И среди них сегодняшний гость Афанасий. Афанасий, расскажите, как вам вот этот витиеватый путь к завтрашнему открытию? Насколько сложно было выдержать? И что вот вообще вы делали, чтобы остаться в этой... Сколько там, получается, осталось человек-то? 8. 8, да. Мастер года я следил, как они там развиваются. В прошлом году тоже отправлял заявку, там не прошел, мой коллега прошел. И уже целый год отрабатывал, все то, что недостающие, собрал. А и что в вы этом делали? году прошел. Что вы еще дособрали? То у меня истекли сроки демо-экзаменов, там 3 года же смотрят, поэтому они истекли, поэтому я взял и провели демо-экзамены. Демо-экзамены это? Демонстрационный экзамен. Студенты сдают, там уже надо проводить как главный эксперт, и была стажировка профессионалитет. сказать, все критерии собрал, отправил документы и сказали то, что прошел. А зачем вам вот нужно было участие и пройти? Это у нас опыт в преподавательской деятельности, это смотреть, как другие проводят, как себя ведешь в каких-то именно ситуациях, мастер-классах, видеоролики я мастер, потому что в обычной жизни ты это не делаешь. Поэтому такой конкурс дает право на, улучшение себя и повышение мастерства педагога. То, что она отражается на студентах потом. Вот сказали, что 30 минут, да, каждый преподаватель должен выступить и рассказать о том, за что стоит полюбить профессию. Да. Вот ваш, получается, колледж, он выпускает... Сварщиков. Я, например, сам преподаю сварочное производство. А за что полюбить эту профессию? То, что она везде. Денежная, мне кажется, профессия. Денежная тоже и, творческая. Да вы что? Сварка — это художники. Надо же. Они не рисуют на холсте, они рисуют в металле, Никогда так не смотрела. Да, горячим металлом управляет огнем. А где это требуется? У меня первое, что приходит на сварщика, это система ЖКХ. Везде, в стройках, где все у нас, весь город, где здесь отопление есть, это благодаря сварщикам. Это странно звучит, что это творческая работа. Есть разные направления. Например, это вездеходы собирают сварщики. Разные делают приспособления, которые в быту очень понадобятся. Лайфхаки делают. Одно то, что это денежная работа, да, и без нее не обойтись, да? Если сварщиком, если ты будешь хорошим сварщиком, то нормально будет. И можно работать, например, в одном месте, да, и подрабатывать еще в нескольких, так тоже можно. Быть, например, какое-то там, свое предприятие, организовать частное. Хобби иметь, предприятие. Можно услуги брать сварщика. Убедительно. Алена, расскажите, пожалуйста, о том, что вы рассказывали в прошлом году, о том, за что полюбить вашу профессию. Ваш, получается, Якутский коммунально-строительный техникум тоже выпускает специалистов типа сварщиков. У нас такого этапа, к сожалению, не было. Да вы у что? нас, у нас был конкурс, в основном это открытых занятий. Я вообще мастер производственного обучения, в основном жилищно-коммунального хозяйства.
То есть готовлю мастеров жилищно-коммунального хозяйства по А. сантехнике и отоплению. Ага. И у нас влюбить профессию, конечно, не было, но я думаю, с удовольствием также поучаствовала в таком бы этапе. Сантехника, отопление, там же тоже сварщики нужны. Конечно, необходимо, да, но у меня именно в основном сантехника, отопление внутридомовое. То есть ребята, мастера жилищно-коммунального хозяйства, они внутридомовую сантехнику проводят, монтаж, демонтаж. Ну, например, Женщины даже есть такого. Да. Мгм. В прошлом году, к примеру, на конкурсе открытых занятий у меня были ребята с автодорожного техникума, и они собирали отопительный прибор вот по этой профессии, жилищно-коммунальное хозяйство. И я вам скажу, что замечательно собрали этот отопительный прибор с помощью специального оборудования, которое могло совместно с приложением на смартфоне можно было весь процесс работы отследить. У нас был такой этап этап в конкурсе. Жилищно-коммунальное хозяйство, да, вообще специалисты, конечно, они нужны постоянно, вот, особенно зимний период, да, мы жители постоянно звоним, да, в управляющую компанию, но там и люди жалуются, то, что получают мало, то, что там текучка большая, постоянно меняются кадры. Ну, это смотря где, конечно, но я не скажу, сейчас они очень востребованные специалисты. Рабочих профессий было очень мало какое-то время, сейчас это максимально пытаются возродить, чтобы рабочие профессии было больше, и вот благодаря как раз таким конкурсам это и возрождается. То есть эти конкурсы, они для того, чтобы эту профессию как-то вот развернуть, Конечно, да, показать ее более шире и рассказать о том, что она Насколько может она актуализирована. иметь еще такой Мгм. творческий, да, какой-то такой вот характер. Да, в любой профессии можно найти творческий момент, так что... А насколько это хорошо получается? Вот, допустим, вы в прошлом году, да, вы стали победителем. А как вы видите, вот привлекли вы кого-то еще в связи с этим конкурсом, своим выступлением, может быть, как-то смотрели наверняка же там, да, и те, кто учится у вас, и их друзья, может быть, как-то... Ну да, это чувствуется, кстати, на тех же студентов, которые были на втором курсе, сейчас на третьем курсе. Благодаря вот этому конкурсу ребята посмотрели, для них это как, скажем так, есть к чему идти, есть к чему стремиться. И на примере меня им стало более интересно, а почему бы и мне там в дальнейшем не попробовать в конкурсах профессионального мастерства, не поучаствовать. Это интересно, это престижно. Есть в дальнейшем, конечно, развитие в карьерном росте. Любому работодателю интересно, к примеру, на студенты, которые непосредственно в таком конкурсе участвовали. У них намного больше навыков, опыта, и я думаю, что вот как раз конкурсы, если мы, педагоги, должны показать, мастера, да, какие мы молодцы, что мы участвуем, что мы таких побед достигаем, как раз-таки ребята, студенты будут на нас смотреть и идти к этим вершинам. Но они тогда тоже должны вас поддерживать, потому что там же одно из условий, да, что студенты тоже должны там чего-то добиваться, какой-то у них рост должен быть. Да. А Вот как раз к этому и идет. А что вам лично дала вот эта победа в прошлом году? Как изменилась ваша жизнь, может быть? Или это слишком громко? Ну, это, конечно, очень много таких вот популярных моментов, что нужно телеэфиры. Но я скажу, что самое главное — это профессиональный рост. Это огромный профессиональный рост, это был обмен опытом масштабный, особенно на всероссийском конкурсе на финале в городе Тюмени, который проходил. Ну и новых друзей, конечно же. Мне кажется, это вообще, я часто об этом говорю, что это большая удача найти вот какое-то свое сообщество, да, где люди с тобой разговаривают на одном языке, что есть, например, на кого равняться, да, есть чему новому обучиться, с кем-то обменяться опытом, прийти с одной идеей, да, уйти с 20, каждый, если поделится. Конечно. Это вот как раз-таки в мастер года прям ощущается, потому что тот же самый этап конкурса кейсы — это объединение в команды, это люди с разных городов, субъектов нашей огромной страны, и мы все объединяемся, чтобы решить какую-то одну ситуационную задачу. Это очень интересно, и для любого человека, который поучаствует в этом конкурсе, он скажет о том, что это его самый запоминающийся момент жизни. Завтра открытие этапа, да, конкурса, а вы будете как эксперт уже или вы просто будете как зритель? Я скорее просто буду поддерживать всех участников, не буду выбирать кого-то как эксперт, я скорее просто хочу всем пожелать удачи, просто чтобы успехов. Ну а победителю, конечно же, замечательные команды, которые его будут поддерживать.
Победитель же будет известен только 21 21 марта, марта, да? да. Ну, в общем-то, и не так долго конкурс пройдет, недолго будет держаться интрига. Ну, 2 конкурсных дня. Ага, полностью мы будем смотреть, эксперты, 8 человек будут смотреть наших педагогов. И в пятницу, да, мы уже узнаем имя победителя, который будет представлять наш регион осенью в городе Курск. А чего ждете вообще от завтрашнего дня, от дня открытия конкурса? Но мы, как организаторы, да, не меньше участников, финалистов, очень волнуемся. Да, в этом году у нас впервые в истории конкурса на финальный этап попали педагоги Намского техникума и Сунтарского технологического колледжа. Поэтому наша география конкурса расширяется, да, и 5 городских колледжей получается. Вот, поэтому очень волнуемся, и даже сами документы, пакет документов, конкурсные эти документы смотрели, и честно скажу, что все равные, не знаем, как будете выбирать, да? определять Правда, как победителя. выбирать-то, если все сильные? Да, Все сильные. 8 человек, да, Ну, получается? для этого экспертная комиссия наша, я думаю, все равно выберут самого-самого-самого Победитель лучшего. только один, нет первого, второго места. Нету. Ну, Победитель, да. абсолютный победитель, да, так скажем, и будут номинации. Вот, Алена, тогда вы единственная, получается, победитель Да. прошлого года. Это очень круто. Ну, мы когда, к примеру, участвовали в прошлом году, финалистами нас было 12 человек, и мы тогда сказали уже то, что все 12 уже являются победителями, потому что мы попали в финал регионального этапа. Но, конечно, абсолютно победитель один, который должен защищать и представлять республику нашу уже на всероссийском конкурсе, в финале именно. Но все равно официальная победа, она конечно. важна. А почему Алену не приглашаете в эксперты в этом году? Есть условие, что экспертов там должны быть в составе экспертной комиссии обязательно работодатель, да, руководители профессиональных образовательных организаций. Которые уже присмотрят все специалистов, Да, да? и, конечно, мы своих победителей, финалистов постоянно приглашаем на мастер-классы, да, на разные мероприятия. И в этом году у нас будет экспертом Любовь Ивановна Дорогунова, первый победитель конкурса «Мастер года». Молодые преподаватели у нас, финалисты, победители, будут проводить деловые, культурные мероприятия для наших участников. Спасибо. Я хочу успеть поблагодарить Тамару Данилову, главного редактора редакционно-издательского центра Института развития профессионального образования. Тамара, огромное вам спасибо за помощь в организации сегодняшнего эфира. Без вас я бы, конечно, не справилась. У нас остается минута до конца эфира. Может быть, у вас есть, у каждого из вас, несколько слов, может быть, завтрашним участникам, конкурсантам, может быть, нашим слушателям и зрителям, пожалуйста. Ну, если можно, я скажу. Я, конечно, желаю всем участникам удачи, успехов. Пусть и абсолютно победитель будет один, но, как говорится, вы уже все победители. Не бойтесь ничего, у вас уже, как говорится, огромный опыт того, что вы попали в такой конкурс, вы прошли этот отбор. Желаю успехов. Спасибо. Наталья, Афанасий, может быть, присоединитесь? Ну да, своим тоже коллегам. Пожелаю, чтобы завтра, все 4 дня спокойно, без волнений, все свои уроки провели, и тоже любить профессию тоже очень хороший опыт будет, наверное. Поскольку вы сегодняшний гость нашей студии, я пожелаю победы вам, Афанасий. Спасибо. Спасибо большое, что вы нашли время, пришли сегодня в нашу студию. Я рада, что вот такие профессии, которые кажутся простыми, да, не очень востребованными, в связи с этими конкурсами начинают быть более какими-то проявленными. Спасибо за внимание.